Добрый вечер. А теперь о главном. Сегодня в Бишкеке прошел форум, посвященный 75-летию Министерства иностранных дел. На нем выступил и президент Сооронбай Жээнбеков, который отметил успешное сотрудничество Кыргызстана с ООН, а также то, что сейчас перед МИДом ставится задача развития экологической дипломатии. Получается, совпадение с неделей зеленой экономики не случайное. Наркомат иностранных дел появился в Кыргызстане 1 февраля 1944 года, когда Сталин хотел ввести все 15 республик, входивших в СССР, самостоятельными членами в создававшейся тогда ООН, чтобы иметь в нем больше веса. Но удалось включить только Украину и Беларусь. Однако Кыргызстан попутно получил бескровно и без борьбы свой МИД. Днем же кыргызских дипработников является как раз день создания ООН – 24 октября. Кыргызская дипломатия на какие-либо особые победы или достижения не богата. В советское время она не могла отойти ни на шаг от линии Москвы, да и после обретения независимости тоже почти не отходит. При этом добавилась и кыргызская специфика, которая не совсем приукрасила прошлый имидж. Вот как раз сегодня уволили генерального консула в Стамбуле, на машине которого разъезжал убитый в воскресенье Аэркен Саймаити. Саймаити зарабатывал тем, что переводил деньги своих клиентов за рубеж и оттуда назад в Кыргызстан, но часто вел себя не совсем чистоплотно, в связи с чем на него подали в суд, завели дело по мошенничеству, ему пришлось выехать из страны, и вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола. Если его прикрывал генеральный консул в Стамбуле, это позор кыргызской дипломатии. Можно вспомнить и другие случаи кыргызского мира. В 2015 году, например, в 2015 году тогдашний президент Атамбаев волюнтаристским способом денонсировал базовый договор о сотрудничестве с США, подписанный еще в 1993 году, и никто в МИДе не возмутился. Более того, бывший тогда министром Эрлан Абдылдаев открыто защищал соглашение о модернизации Бишкекской ТЭЦ за $386 миллионов, а также лично Сапара Исакова, который всем этим руководил. Кыргызский МИД и его руководство не возмутились, когда тот же Атамбаев заставил правительство Идиорку Генеш денонсировать соглашение о строительстве Верхненарынского каскада ГЭС российской компании «Росгидро». Если бы Кыргызстан просто ничего не делал по этому соглашению, не Кыргызстан бы оказался должен «Росгидро» $37 миллионов, а «Росгидро» был бы виноват в срыве строительства. Более того, руководство МИДа молча проглотило соглашение по строительству этого каскада с чешской компанией «Лиглас», хотя посол Кыргызстана в Вене Ермек Ибраимов дважды присылал письма в Бишкек, разъясняя, что нельзя доверять этой компании. Но оказалось, что МИД настолько заигрался в политику и в поддавки с аппаратом президента, что для него мнение собственного посла ничего не значило. Можно вспомнить и много других фактов, типа голосования в ООН при рассмотрении спорных вопросов, когда Кыргызстан высказывал свою позицию с постоянной оглядкой на большого брата, или другие проблемы типа поиска компромиссов с соседними странами по тем или иным вопросам, когда никакой дипломатии просто не присутствовало, и она проявлялась лишь в угодничестве высшей власти. Так что в целом внешняя политика Кыргызстана почти всегда была никакой, и таковой до сих пор остается. Можно разве что вспомнить лишь соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, которое было подписано в Бишкеке в мае 1994 года. Других таких примеров дипломатического прорыва почти больше нет, как бы мы ни хвалили или ни приукрашивали историю нашего МИДа и нашей дипломатии. Все это благодаря тому, что мы получили демократический формат развития, внешняя политика самостоятельная, свободная, и интересы народа стали защищаться далеко за рубежами. Мы продолжаем тот наработанный дипломатический опыт, который у нас есть, но в преломлении к нашим национальным интересам. Наши национальные интересы – это что? Это развитие, это идеалы Манаса, это перспектива, это кадры. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.